Телеканал «Эфир». Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля открыл новый сезон тоже премьеры оперы Джузеппе Верди «Трубадур». Оживить пугающий сюжет вокального триллера помогли новые декорации, компьютерные изыски и искусство гримеров. Уже с первых минут действия многим зрителям стало не по себе. Почему, расскажет Дмитрий Пивоваров. «Трубадур» появился 25 сентября по ту и эту сторону океана. В Метрополитен-опера в Нью-Йорке пели Анна Нетребко в партии Леоноры и Дмитрий Хворостовский в роли графа Дилуна. Появление последнего на сцене оценивается как творческий подвиг. Как известно, всемирно известный певец после премьеры продолжит лечение, связанное с опухолью мозга. В Казани также 25 сентября посланец Метрополитен-оперы Ефим Майзель представил свое прочтение великого произведения. Но мы все-таки придерживаемся именно той линии, той традиционной, и пытаемся действительно давать людям какое-то, пусть будет так, назовем, минимальное музыкальное художественное образование. Поэтому люди должны знать основные шедевры мировой оперной классики. Введение в тему, выражаясь литературоведческим языком, началось с шокового приема. Женщина в черном, изображающая призрак, сожженной на костре цыганки Азучены, заставила вздрогнуть зрительный зал. Кстати, и на этот крик был свой кастинг. Лучше всех получилось крикнуть артистский хор Натальи Костицыной. И теперь она будет пугать нас и в дальнейшем. Страшно, натуралистично и душераздирающе. Да? Я же говорю, за сердце будут хвататься там зрители. Вы выбрали самый истошный, жуткий крик. «Трубадур» можно смело назвать не только квинтэссенцией чувств, но и концентрацией зла, фатального исхода и трагической предопределенности. Визуальный ряд, решенный не без влияния кинематографической продукции страны, приславшей нам режиссера-постановщика Ефима Майзеля, трансформируется с помощью движущихся конструкций. Детали средневекового замка, 3D-проекции, где главенствуют два цвета – красный и черный. Костюмы героев новой постановки, будь то главный герой, а также армии цыгане, решены в темно-коричневых и серых тонах. Художник по костюмам, доцент школы-студии МХАТ отделения сценического костюма и РУТИ Виктория Хархалуп второй раз работает в Казани. Первый был на балете «Дон Кихот». Там также присутствовала в основном полутемная цветовая гамма. Здесь мне было очень важно в костюмах не разрушить общую картинку, да, как бы раствориться в актерах, в замысле режиссера. И очень была долгая, интересная работа с режиссером, с Ефимом Майзелем. Триллер о цыганке, сожженной на костре из-за боязни навести порчу на маленького сына знатного графа, дочери цыганки, мстящей за мать, родовом проклятии и убийствах, как неизбежности краха отношений главных героев, оказывающихся еще и в родстве, любовных метаморфозах и запоздалом раскаянии, требует большой концентрации вокальных и актерских сил. Прожить на сцене историю, мрачнее которой можно и не найти, и опасно, и волнительно. Опера Азучена – это такой образ, он очень глубокий, очень такой пронизывающий. Это нужно настолько вжиться в эту роль и еще и голосом показать весь этот характер, всю эту мощь до зрителя донести. Это очень, конечно, большой труд, но я обожаю эту партию. Уже весной следующего года «Трубадур» будет прокатан в Голландии. Билеты на эту постановку оперного театра уже проданы. Существует такое мнение, что опера устарела, она отмирает, и я с этим совершенно не согласен. Я думаю, что просто если правильно подойти к этому и сделать это понятной, а она является понятной, потому что композиторы, которые пишут, и те произведения, которые являются действительно интересными и значимыми, они отражают какие-то вещи или события универсальные, которые работают любой культурой. Средневековые истории тайны и отмщения весьма актуальны в эпоху современной мировой неразберихи. Несмотря на присутствие призраков в черном, уводящих в потусторонний мир, светлый день все же наступит, даже в мире условностей и леденящих душу ситуаций.
Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».